Ну что, друзья, всем привет! Смотрите, какое шикарное солнышко. Я уже дома, уже после Ярославля отошел немножко. Принял на грудь плохие новости. Ну и в общем собрался с мыслями, ребята. И все-таки я сегодня решил выехать на свои места. Порыбачить, просто разгрузить голову, в общем. Ну и начать рыбалку весеннюю по налиму. Шикарное солнышко. Выезжал с поселка, рано не поехал, был мороз. 20 градусов выезжал. Ну, сейчас примерно, может, градусов 14 морозика. 6 марта. У нас в деревне Гажеваляй. По Коми это Масленица, праздники. Несмотря на все эти моменты в стране. Ну, народ гуляет, в общем. Но я все-таки решил, ребят, уехать. Сегодня разведка полностью. Поехал в одного. Семью не брал, хотя хотели вот именно выходные провести в тайге, в палатке, пожить, порыбачить. Ну и в общем, пока меня здесь не было, я не знаю вообще, что происходит на реке, как обстановка, как вода на льду, да и в общем морозы ночью минус 30. Не стал я никого брать и сам не буду ночевать, в общем, просто по разведке, ребята. Полный комфорт, жерлицы, чай, перекусить, кан живцом. Живец, ребята, вот такой. Потом покажу бензин, потому что хрен знает, что со мной произойдет сегодня, куда я уеду. Ну, в общем, бур. Ну и как-то так. Первая точка. Здесь уже ребята приехали. Сегодня тоже они расставляются. Знакомые из Сыктывкара. Я познакомился ими здесь, с ними на реке. И, в общем, сейчас приехал. Они приехали тоже только что, недавно. Расставляются. Тоже ищут рыбу. Ну, в общем, уже первую точку ребята расставляют. Ну, здесь вот этот пятак я тоже поставлю. В общем, договорились сегодня вместе с ними сделать разведку. Ну и попробовать найти рыбеху, ребят. Морозик, ветерок. Сегодня ночью минус 30. Ну, будем поработать, так говорится. Настроение боевое. Так что все отлично. Так, первая точка, в общем, хотел тоже там попробовать, но в общем ребята уже поставили, не буду я туда рядом вставать. Первая точка, много воды, кстати, ребят, под снегом. Вот, ну сегодня мороз и как раз сделаем дорогу. Это я вот именно и хотел, чтобы как бы изначально еще сделать дорогу, чтобы она промерзла и уже была дорога. Так как смотрю, здесь особо никого не было, были какие-то старые буранки, но они все заметенные, переметенные. В общем, все, достаю жерлицы. Вот у меня, ребята, пару комплектов, чай. Ладно, погнали. Погнали, ребята. Так, ну что, жерлички, давайте в бой. Давайте в бой. Начнем с этих, а закончим с тех. Так. Флажочки, ребята, сделал вот так. С Лариской сделали. Светоотражающую ткань наклеил специально, чтобы ночью уже с фонариком смотреть. Ну и в общем пробуем. Раз, два. 2,5 по налиму.
В районе как-то так. Вот тут чуть-чуть, конечно, мы неправильно сделали. Потому что, вот смотрю, вот мешает немножко. Вроде нормально. Ну, глубина стандартная. Ну и карась, ребята, у меня сегодня пискарь. Ездил сейчас за живцом, нашел бровочку и пискарек, ребята. Вот такие, смотрите, штук 50-60 я поймал. Вон, смотрите, ребята, это самый великолепный живец и по щуке, и по налиму. Очень крепкий живец, бойкий. Просто изумительный живец. Все, погнали. Первый пошел. Вот так вот. Все, шикарно. Ну и закапываем. Будет мороз, минус 30. Надо хорошо закопать. Где-то еще, ребят, не вчера, в общем, когда рыбачил, попался елец. Здоровый. Вот он. Какой кабан. Сюда мы его на трофея поставим. Как раз двойничок большой. О, какой кабан дерзкий. Стояли под кислородом в холодильнике. Бодряк. Самострела лишь бы не было. Ну все, давайте. Как-то тропу тут не могу найти, ребята. Тут как-то все равно есть меляк, свальчик такой. Ну вот, в общем, раскидал. Посмотрим. Так, еще одна точка, ребята. Все исхожено, не знаю, куропатки. Там лоси выходили. Вот здесь этот бугор. Сколько мы тут ночевали. Ну что, иду, ну воды, море, ребята. Ребята за мной ползут, боятся попасть в лут. Они гружены сильно. Ну, 600 он держит на плаву нормально. В общем, точечка здесь надо обязательно поставить немножко. Так, друзья, ну что, легендарные банты Ларискины. Кто не в курсе, это жерлицы у супруги. Мы когда вместе ездим, у нас соревнования бывают. В общем, ионные бантики пошли в ход. Ну все, расстанавливаемся. Яма здесь метра 3. Налим здесь бывает. Вот тут край, тут меляк. Вот 5 штучек тут, ребят, поставим мы, наверное. Как-то вот отсюда начнем. Охренеть, блин. Я, получается, стою на корке сантиметра 2. И потом сразу провалится на сантиметров 20. Какой пескарь великолепный. Красота прям просто. Опа. Давай, родной. Так, ну все. 4 зарядил здесь. Поехали дальше. Ну что, я высох, но у меня не полный бак был. Я катался за живцом туда-сюда, там дорогу пробивал. В общем, надо заправиться. Блин, время идет, не успеваем нифига. Ладно. Да, зараза, какой же сейчас ты дорогой у нас бензин, блин. Просто труба. Просто труба. Просто охренеть, блин. Как ездить, блин.
Опа. Ребята, бам-бам-бам-бам, сколько их. Вот целая пачка. Вон они еще, вон они. Вон они, бам. О, здесь красота, ребята. Волчьи только тропы, косач... Ого, красота, блин. Ни хрена тут воды по сапог, блин. А я думал, красота, блин. Ни хрена красота. Да. Что-то меня как-то не вдохновляет, блин, эта штука. Короче, везде такая канитель, блин. Как ни крути. Но сегодня может промерзнет, блин, а? Должно же. Так, друзья, новое абсолютно для меня место. Здесь я никогда не стоял. Но летом здесь мне понравилась травка. И глубоко. Есть глубина небольшая. Что потом поделать? Так бы, как будто бы я бы и влез снизу. Но ребята тоже ставят. Как-то надо делиться местами-то. В общем. Посмотрим сейчас мы. Надо пробовать везде, правильно? Так что, как говорится, а вдруг фартанет. Сейчас посмотрим глубину. Сразу, конечно, не промерил. Ну, четко. Раз, два. Отлично. О, и в глубину встал сразу же. Ай, с утра были горячие. Ну, они, ребята, замерзли. Ну да. Мороз. Ну что, с праздником. Ну что, друзья, вроде как будто все так интересно. Но пока с мужиками общались, пока туда-сюда, пока там буксовал, там, туда лишнюю съездил, обратно. Уже и он вечереть начинает. Что мы имеем? Почти 30 жалец в разных точках. Да. Пришлось сегодня побуриться, много мимо. Ну и в общем, не попал я туда, куда хотел. Еще надо было на 2 поворота выше ехать. Ну и в общем, как-то так. Комбайна я не буду ставить, ребят. Сегодня будет сильный мороз. Нет смысла. Да и, в общем, тут хватает снастей. В общем, завтра ребята здесь тоже будут. Но они будут ночевать в деревне, а мне до поселка шагать полностью. Ну и как бы договорились, завтра вместе встретимся, словимся. Ну и посмотрим, что получилось. Как-то так, ребята. Так что солнышко уходит, надо выезжать домой. Все. Поеду. Все, до завтра, значит. Опа, у парней 2 сработки, ребята. По этому берегу. Сейчас посмотрим. Как раз едут. Я решил по реке махануть. Что, вымытка не полная, да? Не, сорвался. Сорвал живец. Нет, тоже сорвал. Возможно. Мы сейчас там с песком попали нормально. Нормально, да? Ну, смотри, как закидало. Ни хрена. Да.
Ну хоть загарчики, то приятно. Ну да, слушай. Ясь, наверное. Почему есть? Тихо, тихо. Фига идет. Всё. Ну, сейчас подожди. Налим, наверное, скорее всего. Кто еще должен быть? А, О, рогат. о, какой злодей. Подхожу уже, ребят, к поселку. Сидит подруга. А, побежала. Штаты, красотка. Давай. Далеко, ребят, не видно, наверное. Ну вот это мороз. Что-то я еле иду даже. Вон гуляют, ребят, смотрите. Косачей сегодня видел. Леса. Оси следы. Вон она гуляет. Подруга. Вот и вернулся, ребята. Еще засветло. Нормально. Уран как колом стоит. Вот эта улица. Вот этот дом. Ну да, 32. Я-то думаю, хрень какая-то. Не могу ехать, руки мерзнут. Ладно, ништяк. Доброе утро. Ну как доброе утро, добрый день уже. Второй день. Вчера я расставлялся. Очень холодно ночью было, минус 30. Это как, ну, весенние такие морозы. У нас они бывают. Ну, солнышко, ребята, шикарное солнце. В общем, собрался. Опять же иду налегке, посмотрим, есть ли сработки, есть ли налим, ребята, есть ли шевеление вообще, что-то, подвижки какие-то. Остатки живца, 10 пескаря, ну, 5 бензина на запас. Ну, в общем, полный кофр всякого барахла. В общем, сегодня попробуем пробиться, может, в другую сторону. Мне кажется, вот во второй день мороза, вот такого хорошего, вот эта вода должна замерзнуть. Ну и дорога, то, что пробита, это прям большой плюс. В общем, выезжаю с надеждой о рыбалке. Так, друзья, ну что, я долетел. Ну, с ветерком, не с ветерком, ребята, но так, морозик все равно 20 градусов, быстро не полетишь. Вроде солнышко, но все равно чувствуется морозик. Вчера, кстати, ребята, ехал. Многие знают, что у меня есть цепочка, браслет, подарок серебряный. И, в общем, он у меня был открытый. Вот так, перчатка, ребят. Не знаю, если будет видно. Вот, смотрите, красное пятно, видите? Просто обмерз браслет и проморозил мне кисть.
Вот это да. Вот это я приехал, чувствую, что-то горит потом. Потом смотрю, вот ехал, как руки замерзли. Все же, на скорости мороз прям удваивается. В общем, первая точка. Здесь вчера, ребята, ставил 9 жерлиц. Это моя любимая курюшка, так как я ее распечатал. Ну, не буду, конечно, хвалиться, но начал пробовать здесь я в одно время. И как бы рыбалка здесь пошла. Проезжал по реке. У ребят ниже стоят жерлицы. Вчера у них 2 сработки. Маленькая щучка. Ну и в общем, смотрю, ребят, есть флажок. Не знаю, что там. Давайте сходим посмотрим. Ну а в общем, вот здесь сработок больше нету. Я хотел здесь немножко оставить, но все-таки место оно рабочее. Решил все-таки оставить больше. Ну, флажочек есть, давайте взглянем. Не знаю, ребята вроде уже заехали. Мы договаривались вчера в 10 часов. Но я опоздал, машина сегодня не завелась, ребята. Пришлось прикуривать, искать, короче, чтобы прикурили. Потом добрались до деревни. В общем, я опоздал на час. Ребята уже, наверное, проехали, посмотрели. Возможно, были флажочки. Ну, сейчас встретимся с ними, поговорим. Ладно, давайте взглянем. Ребята, жерлицы немного промерзли. Я специально взял пешню. Вот таким образом, ребята, его уложил. Это резиночка здесь. Думаю, нафиг надо. Я таки чувствовал, что что-то промерзнет. Вообще капитально промерзли. Вроде засыпал, толку нету. Ну что, взглянем. Ну, холостая, мне кажется. Холостая. Кто-то тут был. Вот вам и 7 марта. Завтра праздник женский. Всех с наступающим, дамы, кто есть. Тут был елец, ребята. Причем здоровый. Ну вот щучий укус. Елец такой еле-еле живой. Вот, смотрите, видите, ребят, зубы. Маленькая, походу, щучка. Что-то пыталась завести в траву. Короче, а на остальные, на пескаре он стоит. Белую рыбу все-таки щука лучше, да, ребят, в морозы в 30 градусов такой рыбалкой заниматься, конечно, не очень приятно. Но опять же, погоду не выбираем по возможности. Вот выходные хотел я, конечно, с семьей съездить, отдохнуть. Но как ночевать, не могу представить. Ну, точнее, представить-то могу, но опасно. Очень холодно. С ребенком. Тем более, это как-то не есть хорошо. Да, промерзли. Немножко, но промерзли. Печню хорошо взял. В общем, друзья, вот так как-то я ее сюда приспособил. Шланг надо немножко подлиннее отрезать. Вот, раз. И сюда вот так отлично она входит. Возможно, в дальнейшем можно что-то придумать. Вот для бура бы, конечно, какую-то станцию вот тут сбоку. Вот как бы, если он в сложенном виде, то что в корыте ну, неудобно. Вот так его как-то бац сюда. Что-то надо на будущее придумать. Потому что он так возить его мешает и прыгает. Ладно, едем дорога дальше. Вообще идеально получилось. Отлично. Хорошая дорога. Если сейчас будем рыбачить, то дорога до Вестынки хватит. Вот это. Промерзла, водичка вышла и корочка появилась. Вообще идеально. Можно топтать прям. Так,
Так, ну а здесь уже две сработочки. Две сработки, два флажка. Здесь точка по налиму. Мы здесь стояли с Серегой, с Кирова. Здесь были сработки, но здесь мелкий налим, и глубина здесь очень мелкая. В общем, меляк что-то дает. Ну, это еще не факт. Сейчас проверим. Следы все замерзли. Ну, я смотрю-то и вымотки-то, ребята. А, там какой-то узел. И на нем что-то остановилось. Все это дело. Это узел от петли. Ну, вымотка почти полная. Не знаю, оборотов 4 осталось. Оборота 4. Вот как снег, ребят, уплотнился. Понимаете, о чем я говорю? Вот дороги надо делать именно в такие морозы. Вот здесь по-божески, потому что снег здесь другой, рыхлый, более надутый. Никто не забирает. Вроде никто не забирает. Неужто ли холостая? Так, у нас здесь пескарь. Ну, в принципе, везде пескарь, кроме вот того ельца. Так, ну что, есть там кто, нет? И тишина, ребята. Даже вымотки-то особо не было. Просто весь обсосанный в песке. Это налим. Ну, походу мелкий. О, и пескарь, что ли, живой. Здесь такая же хрень. Вымотки нету. Блин, все промерзло, охренеть. Вот потом работа-то будет, а. Все чистить. Ну, как хотели. Сидеть дома на диване и мечтать о море погоды. Этого не будет. В общем, походу холостая, ребят, тоже. Вытяжки, оттяжки нету. Вымотки нету. Это плохо. Мороз. Но должно же уже начаться-то, по сути, рыбалка-то. По налиму должна начаться уже. Да. Также побил немножко. Вот ссадины. Это он налима. Ссадины. Пескарь. Шеволится. Дорога, отлично. ребята, как Бродвей. Ходи не хочу. Блин, надо было, наверное, вчера вот на дальняк, куда я пробивался, дорогу сделать просто. Но опять же потом как расставляться, там по колено воды. Жерлицы там утонут. В общем, из 5 2 флага. Но они результата не принесли, в общем. Так, ладно, ребят уже вижу. Едем. Поговорим. Ну что, Да? господа рыбаки? Пустые. Да, 2 сработки, но там налим, видно, обчмякал, понял. Вымотка там 2 метра и на там, на курье там. А мы-то видели, у тебя там все 4 горят. Да, Или 3, или 4. понятно. нас- Ну вы все прокатились уже? Да. И? Тоже 3 горят, и вымотка 3 полная. горели все вымотки, но она, видишь, сторонников сдирает. Да. Мелочная. Мелко. Там этот тоже елес такой крупный был. И зубы маленькие, понял.
Вон даже я где-то вон там валяется. Ну мы по этому. Наличного поймали? А, поймали? На Здесь донышко? вон на донке. Донки работают, слушай, и этот подлещичка маленькая. Вот, Да? он может съесть. Ну, я же сказал, подлещики будут. Слушай, да. Все понятно. Сегодня у нас будет уже это. Твоя тема. Все четко, классно. Вот здесь, блядь, вот донки, блядь, видишь, работают. Донки лучше работают, да? Чем жерлицы, блин. Блин, огонь, блин. Раз, два. 4 сработки, ребята, подряд. Вот это я новое место поднашел. Вот это здорово. Ну тут прямо рядом все подряд. И там крайне. Шикарно. Шикарно, ребята. Помните, вчера я говорю, то, что здесь точка непонятна для меня. И, в общем, смотрите, все работает. Так, ну здесь не забрало. Вот, тут набородило. Что-то все набородило, не забрало. Вот, тут тоже что-то набородило, не забрало. Ну, пощелкало, в общем. Но понту нету. Понту, ребята, нету, походу. Возможно, одна и та же просто шла, щелкала. Непонятно. Ну тут тоже, смотрите, там оборота 3-4 осталось. Из 10 метров. Блин, хорошо промерзли. Есть. Не крупный. О. Вот это и есть. Скочи на тебя. Ну да. Короче, тут тоже. Ну, в общем, этот участок пробил. Так. Одна щучка. Вот такая, ребята. Шнурок заглотил, зараза. И, в общем, сейчас доставал. Когда щуку. Вот такой малечек у него был. Мелкий кушок вроде. Ну, точка работает. Ну, пока только флажками. Ладно. Все. Отбил луночки, почистил, закопал заново. Но еще оставляем. Едем выше. Ага. А тут еще перехлест. Еще и перехлест. Ну, почти полностью вымотало. Что-то где-то, ребят, зацепилась, походу. Завела, что ли? Или завел. А тут мелко. Тут очень мелко. Да, получается, куда вот и пошел, потому что здесь вот такая глубина. Но куда здесь мог завести-то? Миляк. И плотно сидит. Ё-моё. Он даже качается. Ветка какая-то, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй.
Оторвал. Оторвал к черту. Оторвал к черту. Ничего не поделать. Рыбалка. Обидно, конечно, блин. Свежо, мороз, вечереет уже. В общем, последняя точка, 9 жерлиц, ребята, который была сработка с утра сегодня. Ну тут поработаю еще, надо отколупать все жерлицы. Ну и в общем, увидимся завтра. Завтра прокатимся. Ищу, ребят, ищу рыбалку, ищу разведку. Ну вот, в общем, люди хотят приехать в гости. Вот как вести людей, стоять, жить в палатках, ну когда вот, ну вот так скучно. В общем, сейчас отколупаю все и поеду спокойно домой. Все, ребята, давайте до завтра. Ждем, ищем. Добрый день, ребята. В общем, третий день, как я катаюсь, бодаюсь, ищу рыбалку. В общем, вчера я, ребята, не приезжал, а вот сегодня вернулся сниматься. Стоят морозы, до сих пор 30-ка. Но днем, в общем, так солнышко пригревает хорошо, но утром и к вечеру прям все, хана. Ночью сегодня было 31, долетел с ветерком, хорошо. И вчера мои товарищи, которые стояли тоже со мной, городские ребята, Диман, будешь смотреть, привет. Ну, в общем, пацаны, привет. Они вчера снялись. У них что-то там результат не особо. Ну вот приехал, первая точка, 2 сработки, смотрю. Хотя вчера ребята сказали, что сработок не было у тебя, Андрюх, говорит. Созванивались с ними. А вот сегодня 2 сработки, край, и вот тут что-то какая-то борода. Ладно, будем смотреть. В общем, взял печню. И буду вырубать жерлицы. Наверное, очень сильно промерзли. Ну, не знаю, за 2 дня-то точно. Ночью 30. 2 сработки вот здесь и в конце. Ну, что-то какая-то борода, ребят, смотрите, набородила. Что-то тут вообще хрен поймешь, что происходит. Ну и в общем здесь, ребята, что-то какая-то недовымотка. Явно жерлицы. Ох, примерзли. В общем, тут 2, ну явно, мне так кажется, что жерлицы промерзли и, короче, ни о чем. Так, мне, наверное, сначала, ребят, поедем мы наверх, самым крайним, и потихоньку начнем вырубать. Сейчас уже расчехляться не буду, все равно потом ехать, возвращаться. Так что пускай здесь пока все стоит. Ну а мы поедем сначала вверх, а потом вернемся. Ну, в общем, тут 2 сработки, но тут явно, ребята, толку нету. Мне так кажется. Еще одна точка, ребята. Здесь стоит Юрьевна, банты у Юрьевны. Есть загар, но опять же вымотки нету. Одна сработка здесь. Идем дальше. Как ни странно, здесь первый день было 4 сработки подряд. Мы тут одну щучку поймали. Но сегодня, ребят, смотрите, ни одной сработки. Здесь стоит 6 жерлиц и остались у меня еще там 6 штук. Да. Не тот результат, который должен быть. Видать, еще рано. Ладно, едем туда. В прошлый раз там была сработка. Была вымотка и куда-то завело в корягу. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Я добрался до крайней точки. Хотя здесь я вот
как вам объяснял, ребят, я здесь не стоял. Я изначально тычками, когда все эти места искал, пробовал здесь, но здесь мне не понравилось. А вот выше рабочие точки, блин, они заблокированы. Ну, я думаю, после мороза будет все шикарно. Две сработки, ребят, как ни странно. Здесь был обрыв, полная вымотка, я поменял жерлицу, тоже стоит флаг. И в конце, в общем, есть флажочек. Ну, опять же, что-то какой-то бред. Какой-то бред. Что это, кто это? Непонятно. Да. Ладно, посмотрим. Шансы какие-то есть. В общем, ну, ребята, они очень минимальные. Давайте взглянем. Так, ну что? Что тут у нас интересного? А интересно, ребята, интересно. Полная вымотка. Полная вымотка. Это прям радует. Это прям радует. Леска замерзла. Леска замерзла. Так, ну что, есть какой-то шанс. Да. Промерзли, конечно, они, ребята, дай бог. Печна, конечно, огонь. Володя делает вещи, конечно. Так, ну что? Какая-то натяжечка, ребята. Да ладно, поймали кого-то. Идет как налим. Ух ты. И что? Угу. Идет, говорю, как налим. Да, вот это чупакабры, конечно. Стой, подруга. Как тебя отцеплять сейчас? Ё-моё. Что тут, кроме таких щучек, ничего нет. Забрать, ребят. Заглотила, короче, до самого желудка. Да. Я, конечно, немножко в шоке. И это даже не налим, это просто щучка. Соответственно, налим еще стоит. Полностью стоит. Впереди будет хорошие оттепели. Не знаю, будет шевеление. Ну да ладно. Две сработки здесь. Собираю жалиться, ребята. Вон лиса лазит. Прям по буранке ходит. Ищет, холодно, голодно. Не знаю, видите, не видите. Он прям на буранке стоит. Запах рыбы идет. Ну тут каких-то пескарей я оставил. Сейчас поест. Он стоит. Прямо на буранке. Села даже. Нифига себе, наглая. Фига себе наглая. Подруга. Сейчас заведу, интересно, куда побежит. Третья лиса уже за это время мне попалась. Догнать-то, наверное, я не догоню ее, потому что она в лес побежит. А вот она, все. Хорош, думает. Что-то, говорит, он уже, ему уже не нравится.
Сейчас уеду, покушаешь. Пескари вкусные. Каких-то отпустил, каких-то оставил. Все, вон. Пошла на берег. Все. Хотел, ребят, показать. Вот пескарь, никто его не съел, правда. Смотрите, что с ним стало. Просто весь промерз. Но мне кажется, лисичка найдет его. Я выдалбливаюсь. Все, друзья, закончил я сборы. Очень много времени, конечно, заняло все это дело. Выдалбливать, отбивать ото льда. Ну, разведка произведена. Буду делать выводы. Соответственно, скоро потепление. Так что, как-то так. Все, друзья. Буду уезжать домой. Не знаю, ну вот такие разведочки они бывают частенько у меня. Это благо то, что не стою, не ночую в палатке, не живу. Потому что это совсем никогда. Тут немножко по бензину, но мне кажется, бывает лучше вот так, чем оставаться, ночевать. В общем, ребята, по рыбалке сами все видите. Есть работки, есть какие-то шевеления, но не та рыбалка, которую мы ждем. Ждем именно я, именно мои знакомые, которые тоже любят такую рыбалку. В общем, как-то так. Ну, немножко поморозился, покатался. Техника работает, ребята. Исправно заводится в минус 30, все хорошо. Ну и получил витамина D весеннего. Морда лица даже немножко загорела. Сегодня пойду по реке. Вроде все замерзло, хорошо после этих морозов. Сделаю дорогу не по деревне, не по селу. Все это намного больше будет, а именно попробую проскочить по реке. Все, ребята, давайте увидимся. Всем крепкого здоровья, никогда не болеем. И не забываем, ребят, подписаться на Яндекс.Дзен. Там создал платформу. Это как резервный канал, и мало ли что произойдет с Ютубом. Ссылка на Дзен в описании, ребята. Буду рад видеть вас и там.